Здравствуйте, это рубрика «Мобильные новости» и я, Ольга Башук. В эфире наш обзор на фото и видео, набравшие большую популярность за последнюю неделю в социальных сетях. Итак, начнем. Бостонская восьмерка успешно завершила учебу в Америке, а блогерша из Якутии рассказывает про жизнь в Японии. Почему для троллейбусов в Перми устроили вечеринку и как ведут себя навязчивые поклонники в Питере. Знаменитости по всему миру откручивают крышки ударом ноги, а девушка-арбитр завоевала сердца мужчин, подшутив над футболистом. Эти и другие новости сегодня в эфире. Начнем мы по традиции со сводки якутских мобильных новостей. Премьер-министр правительства Якутии выучил приветствие на якутском языке. Владимир Солодов поздравил своих подписчиков с приходом лета и национальным праздником Исеха Туймады. Подписчикам идея председателя правительства понравилась. Одна из подписчиц прокомментировала пост следующим образом. «Спасибо за поздравления на якутском языке в национальной одежде. Это знак глубокого уважения». Якутянка Вида Ефремова 9 лет живет в Японии вместе с мужем и сыном. Совсем недавно она открыла блог, набравший за месяц больше 13 тысяч подписчиков. Якутянка на своей странице в Инстаграм отвечает на самые волнующие вопросы. В их числе такие, как где остановиться, какие места посетить и что нужно взять с собой в поездку. Публикации о туризме пользуются популярностью не только у якутян, но и у жителей регионов страны. Команда якутян, отправленных на учебу в США, завершила двухлетний курс обучения. Руководители ведущих компаний республики прошли обучение по программе ускоренного регионального предпринимательства Массачусетского технологического института. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал руководитель корпорации развития Якутии Афанасий Савин. Он также отметил следующее. 2 года обучения в лучшем технологическом университете мира позади. Мы как команда добились конкретных результатов. Инвестиции в людей – самые важные и самые правильные для региона. Найденного местными жителями детеныша косули передали в зоопарк Орто-Дайду. Детенышу присвоили имя Манчары в честь народного героя Мегина Кангаласского улуса. А в поселке Нижний Бестях в изгороде застряла взрослая особь косули. Старший госинспектор Петр Сергеев, осмотрев животное на наличие повреждений, освободил самку косули и выпустил ее в лесной массив. Дирекция биологических ресурсов вновь призывает жителей Якутии не забирать детенышей диких животных из угодий и не содержать их в неволе. В то время как якутские фильмы завоевывают призы на международных фестивалях, в Якутске будут готовить магистров кинематографии. В СВФУ презентовали новое направление магистратуры – кино и литература циркумполярного региона. Эксклюзивную программу реализует Институт зарубежной филологии и регионоведения СВФУ. Чтобы поступить, необходимо пройти собеседование и рассказать о целях обучения и интересах в области кино и филологии. Отмечу также, что прием документов для поступления на все направления магистратуры продлится до 10 июля. Немного поговорим о музыкальных новостях республики. В Якутске на проспекте Ленина девушка энергично играет на скрипке. В ее репертуар входят классические произведения в технообработке. Очевидец происходящего из салона автомобиля снял уличный концерт на видео. А в Алдан приедет резидент телешоу Comedy Woman Надежда Ангарская. Со своей вокально-танцевальной группой она выступит по случаю 95-летия начала золотодобычи в республике. Сообщается, что она будет хедлайнером главного развлекательного шоу, но на большой сцене в Алдане также выступят артисты из Читы, Якутска и Иркутска. Проведение праздника назначено на 20 июля. А на День шахтера в Нерюнгри приедет певец Денис Майданов. Этот праздник отмечают 25 августа. Организаторы сообщили, что основная концепция праздника остается традиционной. Торжества начнутся с митинга у памятника Алексею Столыпину, а после выступления российского певца праздник закончится традиционным салютом. Перейдем к российским мобильным новостям. Все ли могут короли? Высокомерная выходка Пугачевой возмутила пользователей соцсетей. Появилось видео, как Пугачева проехала на элитном автомобиле марки «Майбах» по перрону Рижского вокзала к собственному вагону поезда. Многие пользователи обвинили певицу в излишнем пафосе и нарушении правил, ведь по перрону может ездить только служебный транспорт. А вот селебрити заявили, что примадонне можно все.
А в Питере девушка 1,5 километра везла парня на капоте, устав от его ухаживаний. При этом автоледи сохраняет полную невозмутимость, впрочем, как и ее пассажир, лежащий на животе. Когда же девушка остановилась, ее попутчик бросился к ней в салон, но та уже нажала на газ. Видео принялись бурно обсуждать в соцсетях, пытаясь выяснить его предысторию. Вскоре автоледи пояснила, что этот мужчина караулит ее у дома и работы, навязывая свою дружбу. Жители Перми устроили прощальную вечеринку своему последнему троллейбусу. Этот вид транспорта работал в городе с 1960 года, но с 1 июля его движение прекращено по решению властей. Троллейбус, отправившийся в свой последний рейс, украсили праздничными шарами и плакатами с надписями «Мы будем скучать». Из его колонок играла музыка, а кондуктор во время поездки много шутила и прощалась с пассажирами на каждой остановке. Мы все-таки надеемся, что вернется наш троллейбус на наши дороги пермские. Лебеди из покрышек и грибы из тазов как бессознательное уличное искусство и неотъемлемая часть постсоветских дворов. С 2012 года ВКонтакте ведется паблик «Жек Арт». Его создатели вместе с подписчиками собирают фото подделок, которыми люди украшают уличное пространство многих постсоветских стран. На странице паблика красуются нарисованные на пеньках загадочные существа, скульптуры из подручных материалов и не только. К слову, у паблика «Жек Арт» почти 35 тысяч подписчиков. Тем временем в Твиттере стало популярным видео с иностранцем, который изо всех сил пытается прочитать табличку на русском языке. Парень произносит кириллицу как латиницу, пытаясь одолеть типичную для торговых центров табличку. Но это не единственный урок русского языка для парня. На своем ТикТок-канале он регулярно пытается прочитать различные надписи на русском. Ну а пока люди в комментариях под роликами гадают, иностранец перед ними или нет, парень просто продолжает свое необычное дело. На этой ноте перейдем к мировым мобильным новостям. Соцсети захватил Bottle Cap Challenge. Его участники пытаются ударом ноги с разворота открутить крышку бутылки. Флешмоб начал боец ММА из Казахстана Карен Пашикян. Он выложил в Инстаграм видео с примером челленджа и заодно бросил вызов чемпиону мира по тэквондо Фараби Давлетчину и Джейсону Стэтхэму. Они приняли вызов, вот как это было. В челлендже приняли участие и другие звезды: певец Джон Майер, диджей, музыкальный продюсер Дюпло и боец смешанного стиля Конор Макгрегор. А чемпионка мира по тайскому боксу Ирина Ларионова показала оригинальность и вместо бутылки использовала банку с огурцами. Ограбление в стиле GTA насмешило полицию штата Квинсленд в Австралии. В Фейсбуке полицейские опубликовали видео, которое быстро распространилось в сети. На его кадрах видно, как красный пикап влетает в здание, разбивая стеклянные двери. А затем двое парней в масках привязывают к машине ремнем стоящий внутри банкомат. Вытащить его сразу не удается, веревка развязывается. И они пытаются опять, дотащив его до выхода. Однако преступникам снова не повезло. Отбуксировать банкомат они так и не смогли и бросили его на месте. Машину парни тоже оставили неподалеку и подожгли, а сами скрылись в неизвестном направлении. Блогерша из Нью-Йорка любит экспериментировать со своей внешностью, но ее опыты не всегда проходят удачно. В Твиттере появился ролик, который стал вирусным, набрав более 5,5 миллионов просмотров. На его кадрах видно, как 18-летняя Лоррейн, которая вела прямой эфир в Инстаграме, пытается с помощью расчески распределить краску по волосам. Ко всеобщему удивлению, часть ее шевелюры остается на зубцах. Шокированная девушка снова подносит расческу к голове, и там появляется маленькая лысина. Лицо блогерши в этот момент красноречивее всяких слов. 30-летняя бразильянка Фернанда Коломбо показала во время матча не только красоту и профессионализм, но и чувство юмора.
В сети стал вирусным ролик с матча всех звезд чемпионата Эквадора, где белокурая красавица выступала в качестве арбитра. Когда один из игроков нарушил правила, девушка сделала вид, что тянется в карман за карточкой, но со слепительной улыбкой достала оттуда платок, которым вытерла лоб. Ролик высоко оценили пользователи в соцсетях, где тот набрал свыше 14 миллионов просмотров. В Тихоокеанском аквариуме штата Калифорния необычная морская звезда прилипла к куску камня. Из-за позы беспозвоночного на его теле появился своеобразный изгиб, а цвет звезды только укрепил ассоциацию с Патриком, персонажем мультфильма «Губка Боб. Квадратные штаны». Твит быстро стал вирусным, и снимок разошелся по соцсетям. Пользователи в десятках вариаций обыграли фото морской звезды, начиная от мультяшных мотивов до рекламных картинок по принципу «до-после». 2 августа в российский прокат выходит комедия французского режиссера Кантена Дюпье «Оленья кожа». В главной роли обладатель премии «Оскар» Жан Дюжарден. Герой фильма попадает под влияние своей новой куртки из оленей кожи. Она заставляет его тратить все сбережения, нарушать закон и убивать людей. Компания Sony Pictures выпустила трейлер «Ангелов Чарли», продолжение телешоу из серии фильмов о сотрудницах детективного агентства. В новой части главных героинь сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Болинска. В фильме также появятся Патрик Стюарт и Нат Факсон. В России «Ангелы Чарли» выйдут 14 ноября. Эй, ты чего застряла в первой гардеробной? А есть другие? Круто. О, леденцы? Лучше не трогай, они иногда взрываются. Как ощущение? По лицу вижу, что понравилось. Даже очень. Ну, погнали! Ангелы Чарли. Доброе утро, ангелы. Доброе утро, Чарли. А это были мобильные новости. Новости, которые вы делаете сами. Если вы стали очевидцем интересного события, являетесь автором популярного ролика, присылайте нам свои материалы на телефон горячей линии, номер указан на экране, либо на электронный адрес nvk-news@mail.ru. Ну а я прощаюсь с вами до следующей недели.